Здравствуйте, в эфире «Новости 24», в студии Бекхан Хашигульгов. Коротко о главных событиях к этому часу. Крупные финансовые махинации. Выявить и наказать всех участников преступной схемы поручил глава республики на экстренном совещании. Социально значимые проекты. В Малгобекском районе завершается строительство мясомолочного комбината. Халатность и бездействие. Почему высоковольтные трансформаторы создают угрозу жителям села? Во что бы то ни стало выявить и наказать всех участников преступной схемы и вернуть все похищенные средства, эту задачу поставил глава Ингушетии перед представителями правоохранительных органов и банковского сектора республики на экстренном совещании по факту крупных финансовых махинаций, связанных с банкротством Ингушэнерго. Как стало известно, в республике действовала преступная схема по искусственному банкротству энергокомпании с последующим выводом активов через фирмы-однодневки. Для расследования этого преступления по поручению Юнусбека Евкурова создана отдельная следственная группа, в которую входят сотрудники прокуратуры, МВД и ФСБ. Более 4 миллиардов рублей из федеральной казны и около полумиллиарда из регионального бюджета выделено в 2014 году для реализации ФЦП социально-экономического развития Ингушетии на 2010-2016 годы. В администрации главы республики подвели итоги проделанной работы за прошлый год, а также обсудили промежуточные планы на текущий. Муслим Ганиев расскажет подробнее. 19 объектов построено и 17 в процессе строительства. Таков результат работы федеральной целевой программы социально-экономического развития республики за 2013 год. Среди них 32 многоквартирных дома для жителей оползневой зоны, Джайрахская районная больница, общежитие для школы-интернат Назрани. Сейчас в республике по этой программе ведется строительство 24 объектов. В этом списке застройка 7-го микрорайона Магаса, создание паркового комплекса, строительство жилых домов в Назрани и Яндере, возведение завода по производству полимерных труб, завершение строительства молочно-мясного комплекса в сельском поселении Сагапши. За счет федерального бюджета в 2014 году составляет 4 миллиарда 493 миллиона 419 9 тысяч рублей. В том числе по направлению капитальных вложений 4 миллиарда 380 519 9 тысяч рублей. В 2014 году в рамках реализации программы выполнены работы на сумму около 500 миллионов рублей. Из федерального бюджета в республику поступило свыше 1 миллиарда рублей. Оценивая итоги реализации ФЦП за первое полугодие, Юнусбек Евкуров высказал ряд замечаний по осуществлению контроля за ходом строительства. Глава республики отметил отсутствие в докладе подробного анализа работы с указанием числа рабочих мест, которые планируется создать, и объема доходов, которые должны поступить в местный бюджет после строительства. Контроль же должен быть. Зампред должен лично контролировать по своей линии. Отвечает дирекция, понятно, кто контролирует, кто знает. Если строятся школы, объекты образования, если строятся объекты здравоохранения, объекты другого направления. Каждый министр, каждый зампред курирующий, он отвечает за это все. Глава республики также отметил, что кабинет министров и вице-премьеры правительства помимо осуществления контроля за строительством объектов должны содействовать дирекции ФЦП и в решении возникающих текущих проблем. Муслим Ганиев, Сурхок Усиев, Новости 24. И в продолжение темы. В рамках федеральной целевой программы в Сагапши строится мясомолочный комплекс на 800 голов. Он уже на стадии завершения, уже осенью планируется его открытие. Сейчас там устанавливают доильное оборудование, закупленное в Германии. Репортаж Фатимы Кариевой. Перед установкой доильного оборудования подготовили основание, провели вакуумную трубу, по которой будут проходить все коммуникации. Система позволяет одновременно доить 40 коров. Если раньше на обычных фермах к этой работе привлекалась целая бригада доярок, то теперь им на смену пришла новая техника. Никакой ручной работы, нужно всего лишь вовремя переключать нужные кнопки. Доильный зал – основное место на молочно-мясном комплексе. Именно из этого отсека ведется управление всей работой. Каждая карусель, она имеет свою модификацию. Мы пока ее не могли выполнить эту часть, пока нам не привезут оборудование. И специалисты немецкие не укажут, как оно будет стоять и что. Вот сейчас мы, значит, уже разбили и ставим оборудование. Будем делать
фундаменты, а на него будут ставить оборудование. Информация о количестве молока, которое дает каждая корова, и его жирности будет отображаться на специальных мониторах. Из доильного зала молоко попадает в танки, емкости для хранения жидкости вместимости 15 кубов. А в центре находится искусственное заглубление в грунт приямок. Он представляет собой техническое подполье, предназначенное для ввода кабелей. Отсюда идет подключение к каруселям и к компьютерному залу. Кстати, в последнем полностью отслеживается процесс доения. 2 коровника полностью готовы к приему первой партии племенного скота. В одном из них будет 540 голов, в другом 650. Коровы будут содержаться без привязи. В скором времени планируется завести резиновые ковры и лежаки. Вот это кормовой стол. Правда, пока пустой. Кормораздача будет осуществляться специальной техникой. Пол будет выкрашен пищевой краской. Коровники, телятники, доильно-молочные блоки, сенохранилища, склады для концентрированных кормов – все построено в срок. Практически объемные работы мы закончили. Осталось вот благоустройство и вот эти мелкие внутренние вот всякие вот такие работы. Но для этого сегодняшний день у нас не хватает оборудования. Вот ждем оборудования. Если вовремя доставят нам оборудование, то мы закончим срок. Первый крупный молочно-мясной комплекс в Ингушетии заработает в конце сентября этого года. После его запуска начнется строительство и молокозавода. Сейчас первоочередная задача подрядчиков – дать комплексу заработать в полную силу. Фатима Кариева, Ахмед Беков, Новости 24. Социальную столовую открыли в Республиканском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Если раньше сотрудники РЦСО оказывали помощь одиноким пожилым людям на дому, то сейчас они приглашают их непосредственно к себе, где гостей ждет накрытый стол для разговения и радушное обслуживание. Такая акция проводится не впервые. Репортаж Марии Мистоевой. В месяц Рамадан все стремятся совершать благие дела. Вот и работники Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов устраивают в этот священный для мусульман месяц разговения для одиноких стариков. А таких в республике, по данным Министерства труда, занятости и социального развития, 360 человек. Такая своеобразная акция проводится в центре почти каждый день. Приготовлением еды для ифтара занимаются социальные работники и в процессе приготовления используют в основном домашние продукты. Стариков привозят сюда на машинах Министерства труда и после окончания разговения также развозят по домам. Пожилые люди с удовольствием посещают такого рода мероприятия, поскольку это еще и возможность пообщаться с друг другом и поделиться последними новостями. Я удивилась, когда мне сказали. Еще спросили у меня: Роза, ты пойдешь? Я говорю, конечно, пойду, чтобы посмотреть на людей. Очень интересно, большое спасибо вам всем, что нас пригласили. Нас, стариков, не забыли. Хава Горчханова сокрушается, что стариков с отдаленных районов привозить не получается, поскольку разговение поздно вечером, а дорога в Назрань занимает много времени. И решить эту проблему здесь собираются следующим образом. Мы сейчас здесь хотим разместить дневное отделение, открываем. Я думаю, что старики, которые далеко живут, одинокие, мы, наверное, будем все-таки их размещать здесь, по их желанию. Также центром планируется открытие отделений в Малгобекском и Джейрахском районах и создание социальной столовой в Назране, чтобы наладить производство пельменей, вареников и прочих изделий. Социальные работники, в свою очередь, их будут доставлять одиноким пожилым людям. Организаторы позаботились и о том, чтобы их подопечные сегодня получили продуктовые наборы для предрассветного приема пищи. Мария Мистоева, Адам Шибилов, Новости 24. Первая группа паломников из Ингушетии отправится в хадж 19 сентября. Для тех, кто желает получить подробное представление о совершении священного обряда, радио Ингушет организовывает курсы, которые откроются после праздника Ураза-Байрам. В течение месяца опытные специалисты будут объяснять весь процесс прохождения паломничества, начиная с прибытия в Медину и заканчивая последним обрядом – хаджа. Подготовка к выполнению одной из 5 самых важных обязанностей в жизни мусульманина требует знания определенных правил. Не будет излишне человек, еще не добравшись до Мекки, до Медины, если он будет хоть какое-то представление уже здесь иметь, до выезда, они будут находиться здесь рядом с офисом радио Ингушет, это подготовки на 42. Стоимость курса это 2400 рублей. Преподавание, скорее всего, будет каждодневно, не считая выходные. Это постараемся в течение 3 недель, чтобы человек полностью информацию по хадж получил. В рамках второй волны в Назрановском 410-м пункте единый госэкзамен сегодня сдавали по 8 предметам. Для выпускников этот день стал, пожалуй, самым ответственным за всю экзаменационную кампанию 2014 года. Это уже последняя возможность сдачи ЕГЭ в этом году. Хади Добриева продолжит.
Дополнительный период единого госэкзамена, стартовавший 1,5 недели назад, сегодня, 16 июля, подошел к завершению. Те, кто решил сдать экзаменационные тесты 2014 года в рамках второй волны, должны были заявить об этом еще до 5 июля. Основная масса желающих сдать экзамены в этот период – выпускники прошлых лет, закончившие школы, техникумы, колледжи или же, как в случае Исыха Шиева, иностранные учреждения среднего специального образования. Свой первый ЕГЭ он сдавал еще 3 года назад. Теперь же решил продолжить учебу в родной республике и поэтому проходит испытание повторно. Сегодня математика. Я вообще полагал, что она будет у меня первой, но так вышло, что сдаю последний. Трудно, за столько лет уже забыл много чего, но думаю, что готов к хорошей сдаче, по крайней мере. Возможность сдачи госэкзаменов во второй волне также имеют выпускники, не участвовавшие в основной период по уважительной причине. Лемон Альгиева пропустила экзамены, так как в это время находилась за границей. Я сдаю математику, очень переживаю. Почему в резервный день? Потому что не получилось сдать в первой волне. Желаю всем выпускникам и удачи, и всего самого хорошего. Не переживайте, дал это Бог лучше. Всего на сдачу ЕГЭ в 410-м пункте было заявлено 179 человек. Явилась только треть. Как и положено по заранее подготовленным аудиториям, а их здесь 14, выпускники расходятся только после тщательной проверки. Министр образования Милана Хасиева в очередной раз не упускает возможности лично проследить, как идет процесс проверки участников. Большинство заявок подали на физику – 37 человек, а вот наименьшее количество пришлось на географию. Этот предмет сдает один выпускник. Те, кто сегодня не пришел на экзамен, они, скорее всего, будут пересдавать на следующий год. Аттестаты не получат. Вот те, которые не явились, и те, которые сегодня не получат достаточное количество баллов. Последнее испытание как последняя возможность. Вполне вероятно, что сегодня многие не упустят свой шанс и получат высокие баллы. Хадия Добриева, Ахмед Паршиев, Новости 24. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ОМВД России по городу Карбулак задержан угонщик автомобиля. Накануне в дежурную часть поступил звонок о том, что на улице Промысловая угнан автомобиль марки «Лада Гранта». Преступника удалось задержать по горячим следам, когда он передвигался по дороге Сюрхахи-Яндаре. На требования сотрудников полиции остановиться подозреваемый не реагировал и пытался скрыться. Угонщиком оказался житель Экажева Султан Халухаев, 1983 года рождения. Для остановки транспортного средства было применено табельное оружие. Также при задержании вышеуказанной автомашины была повреждена личная автомашина сотрудника полиции. Халухаев Султан Мавлиевич доставлен в МВД России по городу Карбулак. Вышеуказанная автомашина марки «Лада Гранта» также доставлена на штрафстоянку МВД России по городу Карбулак. По данному факту следственным отделом МВД России по городу Карбулак возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». С низким напряжением в сети, а то и полным отключением электричества приходилось сталкиваться многим. Причины на то могут быть разными. К примеру, непогода или ремонтные работы. Но жители Орджоникидзевского столкнулись с другим. Там на нескольких улицах стоят трансформаторы без ограждения и с открытыми дверями. А оголенные провода после короткого замыкания зачастую оказываются на земле. Почему так происходит и кто за это ответственен, выясняла Светлана Томова. Вот такой открытый трансформатор мы можем увидеть по улице Луначарского в сельском поселении Орджоникидзевского. Жители этой улицы уже устали надеяться на местные власти, которые никак не реагируют на эту проблему. Не дает покоя еще и то, что периодически в нем происходит замыкание. Один раз пришлось даже вызывать пожарных. Жители не раз обращались в местную администрацию, но вопрос таки остался нерешенным. Многие опасаются за жизнь своих детей, которые в период летних каникул все свободное время проводят на улице. От дома Райхан Хашиевой трансформатор находится буквально в нескольких метрах, а Асе Бакашевой приходится то и дело следить за своим 6-летним сыном, когда он играет на улице. Когда-то я обращалась в главу администрации, ходила, районный ходила. Они меня какого-то человека Евлою прислали, посмотрели. Говорит, от твоего дома она 13 метров, говорит, стоит. Да я говорю, как стоит от 13 метров? Он говорит, 2 метра только нет. Вы же видите сейчас, как он стоит? Ну, без конца. А зимой вообще проволоки падают отсюда. Вот видно, где ветки без проволоки никудышные уже. Ребенок есть ребенок все-таки. Не углядишь, переживаем, конечно, периодически за ним наблюдаем, выбегаем,
переживаем за этот трансформатор. Такую же картину можно увидеть на улице Байджиева. Также открыта дверь трансформатора, множество высоковольтных проводов и сломанное ограждение вокруг, а рядом пешеходный тротуар. К трансформатору подходить нельзя. Почему? Потому что там можно ударить ток. Напрашивается вопрос, куда все-таки смотрят местные власти и почему они не в состоянии обеспечить безопасность населения. Ведь если, не дай бог, что-нибудь случится, снова будут искать крайнего. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24. На этом у меня все. До встречи.